В 2024 году объем таможенных платежей составил 4 миллиарда 170 миллионов рублей, что на 13% выше показателей 2023 года. Внешний торговый оборот Абхазии составил 57 миллиардов рублей, что демонстрирует рост на 16%. Помимо положительных результатов работы экономического блока, наблюдаются успехи и в работе по линии правоохранительной деятельности, сообщил председатель таможенного комитета Отар Хеце. Таможенными органами были выявлены и пресечены в 2204 случая контрабанды. По всем возбужденным делам об административных правонарушениях. Общая стоимость объектов в нарушении таможенных правил составила 48 миллионов 29 тысяч 526 рублей. В 2024 году из незаконного оборота были изъяты товары на общую сумму 42 миллиона 378 рублей. За отчетный период значительно возросли показатели по выявлению таких видов контрабанды, как наркотические и психотропные вещества. Подобных результатов удалось достигнуть благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами Республики Абхазия. Объем внешней торговли вырос на 16,6% и составил 57 миллиардов 118 миллионов рублей. Объем экспорта более 9 миллиардов, а импорта 40 миллиардов 114 миллионов, что больше на 24,2%, чем за аналогичный период 2023 года. Основными странами, экспортирующими абхазские товары, являются Россия, Турция, Беларусь. Доля экспорта составляет всего 15%, доля импорта 85%. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте ряда категорий товаров. Внешнеторговый оборот по импорту Республики Абхазия в 2024 году составил 48 миллиардов 114 миллионов рублей, что по сравнению с предыдущим 2023 годом в номинальном выражении увеличился на 15,4%. В абсолютном выражении наблюдается рост на 6 миллиардов 421 миллион рублей. Анализ данных за последние 7 лет показывает, что динамика импорта носит положительный характер. Также с подробными отчетами о проделанной работе за 2024 год выступили начальники других отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги коллегии, премьер-министр Владимир Делба отметил, что показатели ГТК за прошлый год превышают показатели 4-летней давности. Это очень важный показатель, который характеризует о том, что таможенные органы применяют современные методы администрирования, что таможенные органы постоянно совершенствуют деятельность в сфере таможенного регулирования хозяйственной деятельности. Ежегодно растет товарооборот. Вот сейчас только что мы услышали, более 15% товарооборот по отношению к прошлому году вырос. Ну, если говорить в абсолютных цифрах, то это более 6 миллиардов рублей. Это очень ощутимо. Да, пока структура внешнеторгового оборота, понятно, что у нас отрицательная сальдо, но тем не менее ежегодно у нас динамика меняется. И мы рассчитываем, что экономика с темпами роста, на которые мы рассчитываем, будет показывать нам из года в год новые результаты. Особое внимание Владимир Делба обратил на принятый ГТК новый таможенный кодекс. Он выразил надежду, что правоприменительная практика этого документа даст возможность улучшить методы таможенного регулирования и увеличить поступление доходов в бюджет, а также создаст хорошую основу для совершенствования таможенных тарифов. Это важные аспекты, которым занимается таможенный комитет на протяжении многих лет. И вот это решение, которое было принято депутатами Народного собрания о том, что на территории Абхазии введен с 1 января таможенный кодекс, мы, наверное, точно его воспримем как документ, который будет жить, как документ, который будет реализовываться. Президентом страны поставлена конкретная задача по расширению взаимодействия, по поддержке участников внешнеэкономической деятельности в различных формах, по обеспечению экономической безопасности нашей страны. Вот это ключевые вещи, которые обязательно мы будем воплощать в жизнь, продолжать воплощать, как говорится, с таким же успехом, как это было и ранее. Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов поблагодарил абхазских коллег за совместную плодотворную работу по взаимодействию. Сотрудники Федеральной таможенной службы России отмечают высокий профессионализм сотрудников ГТК Абхазии.
И это очень приятно, и я, как человек, который взаимодействует с вами ежеминутно, ежесекундно, я чувствую гордость. Следующий отчетный период будет ознаменован тем, что, во-первых, вводится у вас аэропорт в действие. Апгрейдятся пункты пропуска. Это и ГАЛ, строится там новый терминал. Это и порт Ачимчира, который откроет новые возможности по собираемости таможенных платежей, ну и возможности по логистике вообще пересечения государственной границы и исследования через территорию Абхазии в третьи страны. Огромный пласт работы, который вам предстоит освоить. Именно с этой целью вы постоянно повышаете свой профессиональный уровень. Это и взаимодействие с аэропортом Сочи, когда вы выезжали на практические занятия. Это и работа на площадках Российской таможенной академии. По итогам коллегии работа Государственного таможенного комитета за 2024 год признана удовлетворительной. Был утвержден план работы на 2025 год. Алика Трапшин, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.